Вообще я с Тим, я приехал с Питера. Да, с Питера приехал, я там отучился, вот приехал сюда. С перспективой в Остинском театре вот работать, да. Уже не волнуюсь, вчера было страшнее, поскольку, во-первых, первый день, во-вторых, вчера надо было очень много стихов вспоминать. Сегодня я просто должна не стесняться, открыться на сцене, и все будет хорошо. Моя мечта с 6-5, возможно, лет, когда я первый раз вышла на сцену в детском саду, я читала стихотворение, там вручили мою первую грамоту. То, что Махарбек Хадарцев согласился оплачивать, это на самом деле очень круто, потому что материально это очень много, поэтому я не представляю, как бы мы сами потянули. Это, наверное, да, шанс. Огромную благодарность также хочется выразить Хадарцеву Махарбеку. Спасибо большое. Ну, будем бороться за свои места, так скажем. Так, 4 года назад начиналось чудо для 15 ребят. Мечта, которую они смогли осуществить, поступить на факультет искусств и учиться актерскому мастерству. Это не просто набор учащихся, а будущее Национального Остинского театра. Сегодня первый выпуск. Возможность обучаться в университете, где не предусмотрены бюджетные места, появилась благодаря двукратному олимпийскому чемпиону, меценату Махарбеку Хадарцеву. Он полностью взял на себя финансирование студентов. Несмотря на то, что Хадарцев являлся спортсменом и сфера его деятельности далека от искусства, он активно поддерживает молодых художников, артистов, самодеятельные ансамбли, творческие коллективы и театры. Та меценатская поддержка, которую оказал Махарбек Хазбиевич Хадарцев нашему факультету, означает жизнь этого факультета. Просто жизнь. Потому что если бы не его поддержка, то коммерческий набор, который осуществлен благодаря его финансовой помощи, позволил набрать и подготовить невероятно талантливых молодых артистов, которые вольются, мы надеемся, в труппу Остинского театра. Благодаря этой поддержке факультет, которому более 30 лет, продолжает существовать, выполнять важную миссию, давать высшее образование в сфере культуры и искусства ребятам нашей республики. По мнению Хадарцева, развитие театра – это не что-то эфемерное, а крайняя необходимость в современном мире, где доминируют технологии и интернет. Особенно Национальный театр играет важнейшую роль в формировании культурной идентичности остинского народа, в сохранении исторической памяти и духовных ценностей, сохранении языка, традиций, образов мышления и чувств, которые формировались веками. Через театральное искусство народ выражает себя, осмысляя свою историю, борется с забвением. Он убежден, что если исчезнет Национальный театр, мы потеряем часть самих себя, возможность узнать, кто мы и откуда. Все, что мы делаем ради детей и ради нашей республики. Вот все это сделано для того, чтобы мы не забывали свой язык, сохранили его, сохранили то, что нам наши старшие, наши предки завещали, и мы должны сохранить что-то, если мы можем добавить, это передать будущим поколениям. Вот эти дети, это мои дети, можно так сказать. 4 года назад, теперь они уже выросли. И добрый путь им, добрый путь. Здесь Анан Махарбеков про всех сказал, поблагодарил, но самое главное, роль у него, он их воспитал. Деньги найти, потратить, для этого много ума не надо, а вот потратить их на благо, вот это уникум. Все благ, и все вам, дети. Саптара жирашма, удишь наше волота, фалапона будуже, край раштиште. Масан махжала, масан куба. Шафандакл, что вы зашли? Марашуктак фандакл чакацев кута. Моя амон чишарта, сардамидаг, куштамидаг, я райгон паште, ном чимхашта, родом балкала хамакутава. Сцена оживляет прошлое, дает голос настоящему и мечтает о будущем. Дипломные работы первого набора из 7 человек представили 2 постановки.
пластический спектакль «Цыганы» по произведению Александра Пушкина в переводе осетинского поэта Гриша Плиева и постановка «Нарты Шошлан» на осетинском языке. Поистине, теперь уже профессиональные актеры и их мастер, заслуженный артист Северной Осетии, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Алан Албегов заставили пережить абсолютные эмоции сопричастности к происходящему на сцене. Безусловное чувство гордости за осетинскую культуру вопреки всему. Постановки на родном языке, интерпретации национальной классики, несомненно, способны донести и укрепить самоидентичность и сохранить внутреннюю целостность. Это большая проблема сохранения языка. Национальный театр. Самая главная задача – это сохранение языка и культуры. И в первый год мы набрали 7 человек, во второй год 8 человек. Сегодня выпускаются эти первые 7 человек, которые, я надеюсь, в будущем составят честь и славу Национальному театру. Среди них были те, которые совсем не говорили. Русская девочка Елизавета Сотникова, парень, который вырос, учился в Петербурге, хотя он наш осетин. Другой парень, который вырос в городской среде. Главная задача наша была, чтобы все 4 года обучение проходило на осетинском языке. Поддержка театров не роскошь, а жизненно важная необходимость. Она требует не только признания его значения, но и финансирования. Без театра невозможно полноценное культурное развитие, а без культуры нет нации. Очень хотелось бы, чтобы это осознание пришло и к местным властям. Нельзя просто отказаться от осетинской культуры, искусства, спорта и образования.